смотрите «Вести Тимана Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. В Сосногорске проводятся работы по устранению наклона опор уличного освещения. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Отдых с комфортом. В семейном парке Югыдлун провели обработку от насекомых. День скорби. Сосногорцы почтили память героев Великой Отечественной войны. Доброе лето! Юные горожане провели мозговой штурм и встретились с литературным героем. Специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства совместно с представителями подрядной организации провели на минувшей неделе осмотр опор уличного освещения, расположенных в городе. Целью осмотра было выявление опор, наклонившихся в зимний период. После этого специалисты подрядной организации приступили к приведению столбов в вертикальное положение. Работы проводятся в рамках заключенного контракта на оказание услуг по содержанию и текущему ремонту установок наружного освещения на территории городского поселения Сосногорск. Совместно с подрядчиком мы провели обследование, в ходе которого были выявлены опоры, которые наклонились в зимний период. В настоящее время опоры приводятся в вертикальное положение. Такие работы в промышленной части города проводятся ежегодно в летний период в рамках заключенного муниципального контракта на освещение. Как отметили в управлении жилищно-коммунального хозяйства, всего в соответствии с муниципальным контрактом этим летом в Сосногорске будет поправлено 50 опор уличного освещения. В этом году посещать семейный парк Югыдлун станет еще комфортнее. У главного места отдыха Сосногорска множество достоинств, но есть и один недостаток – комары, досаждающие посетителям парка. Специалисты управления ЖКХ решили сократить число назойливых насекомых в месте отдыха. Далее в нашем сюжете. Для сосногорцев открытие семейного парка стало одним из самых значимых событий последних лет. Деревянные скульптуры и фонтаны стали настоящей визитной карточкой муниципалитета. Проводят время в Югыдлуне не только горожане, но и гости Сосногорска. Вот только подобный объект не может обойтись без множества насекомых. Таковы особенности северной природы. Но в этом году комарам и другой назойливой живности будет дан решительный бой. В этом году принято решение произвести обработку территории Югыдлуна инсектоакарицидным средством. Это средство от комаров, клещей и иных насекомых. Оно полностью безопасно для животного мира, полностью безопасно для белок, иных животных, которые здесь проживают, но является смертельным для насекомых. Обработка территории Югыдлуна специальным средством будет производиться раз в 3 недели. Особенно этому рады те, кто посещает парк регулярно. В их числе и воспитанники плавательной секции, которые проводят в Югыдлуне сухие тренировки. Поскольку мы здесь постоянно каждый день тренируемся, проводим сухие тренировки по плаванию, конечно, насекомые, вот именно комары, для нас небольшая такая проблема, что детям некомфортно заниматься. А тренировки на улице они намного лучше и эффективнее, чем в зале. Поэтому это неплохая идея, и это практика больших городов России. Кроме борьбы с комарами, в Югыдлуне запланированы и другие работы, например, по спилу сухостоя. Стоит добавить, что этим летом в парке после перерыва, связанного со строительством плавательного бассейна, заработали и популярные среди сосногорцев и гостей города фонтаны. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. На минувшей неделе состоялось очередное заседание районного совета. Среди вопросов, которые рассмотрели народные избранники, были отчеты главы района и председателя совета за прошедший год, а также вопросы, касающиеся бюджета муниципалитета. Так, решением совета внесены изменения в бюджет района, затрагивающие текущий год. В основном это поступление дополнительных финансовых средств в размере 25 с небольшим миллионов рублей. Дополнительно мы получим 910 тысяч рублей на реализацию мероприятий государственной программы «Доступная среда» в части создания условий для обучения детей-инвалидов в детском саду номер 10, почти 3 миллиона рублей на оснащение объекта спортивной инфраструктуры для тестирования комплекса ГТО, 10 миллионов рублей на создание безопасных условий в образовательных организациях, 5,3 миллиона рублей на создание модельных муниципальных библиотек и виртуального концертного зала, 598 тысяч рублей на оплату спутниковой связи Винли, Парорск и Канашьель, 3,2 миллиона рублей на расселение непригодного для проживания жилищного фонда, 2,2 миллиона рублей на повышение оплаты труда работникам дополнительного образования.
Ряд решений коснулись структуры администрации, связанные с принятием полномочий по осуществлению первичного воинского учета. На последнем перед летними каникулами заседании были вручены муниципальные награды. Знаком отличия Республики Коми «Трудовая доблесть» за многолетнюю добросовестную работу был награжден Николай Пелькевич. Благодарностью главы Коми за вклад в сохранение и развитие культуры отмечена Татьяна Шевченко. Сотруднику Центра Коми-культуры Ольге Смолевой вручили благодарственное письмо Министерства национальной политики. Также свидетельство о занесении на доску почета региона «Лучший в профессии» было вручено Виктории Латаевой. Следующее заседание районного совета состоится уже в сентябре. Жители Сосногорского района почтили память участников Великой Отечественной войны. Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, традиционно начались ровно в 4 часа и продолжились уже в дневное время. Андрей Калиничев подробнее. 78 лет назад история России разделилась на два периода – до начала войны и после. С тех пор 22 июня навсегда отпечаталось в календаре как День памяти и скорби. Миллионы наших соотечественников вспоминают подвиг героев полей сражений и Трудового фронта. Присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти» и жители Сосногорского района. В сквере Победы собрались десятки сосногорцев. Память героев Великой Отечественной почтили представители общественных организаций, учащиеся кадетской школы и просто неравнодушные граждане. Дорогие ветераны, дорогие жители города Сосногорска, нам сегодня, в этот траурный день, приятно видеть вас здесь. Приятно то, что вы помните о этой траурной дате, День памяти и скорби. И хочется только пожелать вам всем мирного неба над головой, и чтобы такой день никогда не повторился. В память об участниках войны горожане зажгли традиционные свечи и возложили цветы к стеле памяти. У каждого, кто пришел в этот день в сквер Победы, есть своя личная история о подвиге. Ведь 78 лет назад война пришла в каждый дом. Мы ходим каждый год сюда. Как все-таки это память наших дедов, родителей. У меня отец воевал. Правда, он уже умер, но пришел с победой. Дед у меня воевал, который погиб. Поэтому и вспоминаем, всех вспоминаем, родственников, знакомых. Днем эстафета памяти была передана деревне Пожня, присоединившейся к всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти», которая стартовала в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы. В рамках акции во всех регионах страны были взяты горсти земли с мест воинских захоронений для отправки в Москву. В их числе и могила уроженца Пожни Гавриила Хозяинова, отдавшего свою жизнь за родину в ожесточенных боях на Синявских высотах при обороне Ленинграда. Его останки были найдены весной 2009 года в ходе акции «Вахта памяти» и перезахоронены на малой родине. Спустя десятилетия мы скорбим и отдаем дань безмерного уважения и памяти всем тем, кто ценой своей жизни отстоял независимость нашей страны. И сегодня Сосногорский район вместе со всей страной участвует в памятной акции «Горсть памяти». Здесь, на Пожнинской земле, покоится прах нашего соотечественника Гавриила Хозяинова. Это единственный воин, кого удалось посмертно вернуть на родную землю. И отрадно, что память о нем бережно хранится его земляками. Акция «Горсть памяти» прошла в нашей стране впервые. Наряду со взрослыми активное участие в ней приняли и юные сосногорцы. Этот день напоминает нам о погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Война. Вслушайтесь в это страшное слово. В нем эхо взрывов, гул вражеских самолетов, стоны раненых, слезы матерей, потерявших самое дорогое, что у них есть. Сегодня мы скорбим обо всех павших, обо всех, кто вынес на собственных плечах эту победу. Земля с могилы Гавриила Хозяинова была помещена в специальный контейнер «Солдатский кисет». Он будет передан в историко-мемориальный комплекс Главного храма Вооруженных сил в Москве. Напомним, в деревне Пожня находится единственное воинское захоронение солдата Великой Отечественной на территории Сосногорского района. Всего по республике таких памятных мест 8. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.
Лето – время прогулок. А если совместить прогулку с интересной информацией и подвижными играми? Благодаря муниципальному проекту «Доброе лето» у детей нашего города появилась такая возможность. Каждый четверг, конечно, при наличии хорошей погоды, в парке Юготлун героиня книги Астрид Линдгрен «Пеппи длинный чулок» ждет мальчишек и девчонок, чтобы вместе поиграть и почитать. Я была уверена, что Пеппи длинный чулок подходящий персонаж для работы с детьми, так как она сама является девочкой, такой веселенькой, позитивной, и много всяких идей по книге. Для меня было шоком, что дети не знают, кто этот персонаж, поэтому в программу включено еще чтение книжки Пеппи длинный чулок. Я полагаю, что за лето мы прочитаем ее полностью, было бы неплохо. Ну и помимо его будут игры в разные подвижные, иногда связанные именно с литературными персонажами, иногда просто. Вот. Сегодня у нас тема приключения. Мы отправляемся в кругосветное путешествие. Первым этапом путешествия стал мастер-класс по изготовлению бумажных корабликов. Для 12-летней Софьи Савельевой такой мастер-класс оказался в новинку. Мы делали кораблики из бумаги и запускали их в ручей. Нам очень понравилось, было интересно. Они плавали, некоторые не выжили, потому что был ручей и сразу падали они. Некоторые просто в воде промокли и все. А некоторые самые первые пришли. Убрав за собой, ребята приняли участие в других играх. Их ждала эстафета, перетягивание каната и, конечно, знакомство с самой Пеппи и ее виллой «Курица». Помимо городского парка, мероприятие проходит и в Доме детского творчества. Интеллектуальная игра для подростков «Мозголомка» собрала в стенах ДДТ много желающих сразиться в умственной баталии. Игра состоит из 7 раундов. Раунды абсолютно разной направленности. Это музыка, кино, творчество и жизнь Александра Сергеевича Пушкина, «Моя республика». Есть вопросы, связанные с головоломкой. То есть есть такой раунд, как «Слово в слове», где нужно будет из одного слова составить несколько слов. Кто больше, тот и победит. Ребята разделились на команды и приступили к интеллектуальной схватке. После каждого из 7 раундов экспертное жюри подводило итоги. По окончанию игры выявили самую умную и активную команду. Напомним, что развлекательные мероприятия для детей проходят в рамках муниципального проекта «Доброе лето» каждую неделю. Ознакомиться с расписанием всех мероприятий можно в социальной сети ВКонтакте в группе «Куда пойти Сосногорск». Елена Двожик, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска о погоде. После короткого потепления ожидается похолодание, которое задержится до конца недели. В холодной части циклона ожидаются дожди при температуре 7-12 градусов. Со вторника дождей станет меньше, но при этом не потеплеет. В ночные часы ожидается всего 1-6 градусов. Местами возможно понижение до слабых заморозков. Дневная температура составит 8-13 градусов тепла. На сегодня это вся информация. Новая уже в следующих выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.